На берегу Великой Волги живет и трудится чувашский народ. Народ со своей интересной историей, своими обычаями, самобытной культурой. Бережно хранят в Чувашском крае память о своем прошлом. Нет будущего у народа, который не помнит о своем прошлом, гласит чувашская народная пословица. Мы, учащиеся Тойсинской средней школы Батыревского района Чувашской республики, с радостью принимаем участие в акции «Моя любимая сказка» в рамках проекта «Культура для школьников» и предлагаем вам послушать чувашские народные сказки. Чувашская народная сказка «Мост Азамата». В очень давние времена жил спустившийся с гор Арамази Улыб, богатырь. У него было много скота, и жил он в полном достатке и довольстве. Всякие беды и несчастья обходили его стороной. Но однажды кто-то из богов, видно, разгневался. Горы Арамази затряслись, загремел гром, засверкала молния, и понеслись нескончаемые потоки воды. Горные озера и реки вышли из берегов, и потоки воды устремились в долины и начали заливать луга, на которых Улыб пас свои стада. Такого еще никогда не бывало, и Улыб не знал, что делать, как спасти свои стада. А луга с каждым днем затопляло все больше. Тогда Улыб при своей богатырской силе начал перебрасывать своих коров, овец, лошадей на более высокие незатопленные места. 3 дня и 3 ночи трудился великан, но скота у него было так много, что до окончания дела было еще далеко. По соседству с Улыбом жил кузнец-богатырь Азамат. Решил Азамат помочь своему соседу. За 7 дней и ночей он сковал узорчатый, сверкающий 7 цветами мост. Один конец моста упирался в горы Арамази, другой опускался на Волжские луга. Улыб со своей женой перегнал свои стада по этому мосту на Волжский берег, и как только все стада перешли через мост, он исчез, стал невидим. Теперь этот семицветный мост можно видеть только в ясную погоду после дождя. Вот почему чуваши, возникающую после дождя радугу, называют мостом Азамата.